Крепкие и сильные мужчины в голубых беретах – элита российской армии. Сегодня они собрались у памятника солдатам, принимавшим участие в боевых действиях, чтобы почтить их память и поздравить друг друга с профессиональным праздником. Со словами поздравления к десантникам обратился военный комиссар по городу Сибай и Хайбульскому району Ринат Забиров. Поздравляю вас с очередной годовщиной образования воздушно-десантных войск. С самого момента своего создания воздушно-десантные войска у нас находятся на острие, является самым боеспособным родом войск вооруженных сил. Им доверяются самые сложные, ответственные задачи, порой невыполнимые, с которыми этот род войск всегда справляется с честью. На груди почти каждого десантника награды. Афганистан, Чечня и другие горячие точки позади. Воздушно-десантные войска всегда отправляют на самые сложные задания. Попасть в этот род войск могут не все. Каждый кандидат проходит тщательный отбор. Выбор останавливают на самых крепких и выносливых. ВДВ, войска дяди Васи, так расшифровывают военные между собой эту аббревиатуру. Дядя Вася – генерал армии Василий Маркелов, основатель этих элитных войск. День десантника для всех голубых беретов не просто праздник. В этот день они могут встретиться со старыми товарищами, вспомнить былые тяготы службы и поздравить друг друга. День воздушно-десантных войск – это для нас, для десантников, святое. Каждый из нас отдал долг Родине, и это прежде всего честь, сила, мужество, отвага. Никто, кроме нас. Поздравляю всех десантников с Днем образования воздушно-десантных войск. В первую очередь хочу пожелать всем десантникам это крепкого здоровья, чтобы вы всегда могли стать опорой своим близким, могли стать на защиту нашей Родины в любое время. Ну и, конечно же, хочется сказать, чтобы вы были примером подрастающему поколению. В нынешнем году организаторы праздника постарались сделать программу мероприятий насыщенной и интересной. Остались позади бурные купания в фонтане и громкие гулянки. ВДВшники сегодня гуляют культурно и стараются быть достойным примером подрастающему поколению. Решили провести мероприятие на стадионе Труд, именно посвященное 87-й годовщине образования воздушно-десантных войск. В план мероприятия входит у нас 18 часов начала, это торжественное построение, все, и потом спортивно-массовая работа. То есть на данную спортивно-массовую работу мы будем в основном привлекать всех десантников, которые будут участвовать в различных спортивных программах и выявлять самых сильнейших и, соответственно, награждать их. Далее у нас концертная программа, где среди наших воинов-десантников есть таланты, которые играют на гитаре, также поют, которые исполнят для всех жителей, гостей города концерт, посвященный именно Дню воздушно-десантных войск. На смену нынешним защитникам Родины уже готовится прийти подрастающее поколение. В Сибае уже как полгода действует военное патриотическое движение «Юная армия». Несмотря на столь короткое время существования, ряды юноармейцев уже успели хорошо пополниться. Сейчас в данный момент туда вступило 362 школьника и средних учебных заведений там, до 18 лет. Ну, работа активно ведется в каждой школе. Есть отряды юноармейцев, военно-патриотические клубы, 4 клуба, которые действуют в городе Сибай, тоже вступили в ряды движения «Юная армия». И на базе 9-го лицея тоже создан военно-патриотический клуб. Вот сегодня, в август месяц, получается ровно полгода. За полгода данный клуб проявил себя только с хорошей стороны. Празднование Дня ВДВ в нашем городе завершится вечерним концертом на стадионе Труд. Там же пройдут и спортивные состязания. Антон Шерстнев, Александр Половнев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.